Мне выпишут штраф $35. 15 минут длится экзамен. Если у вас нет водительских прав своей страны, это уже большой плюс. Из 35 вопросов на 28 вопросов верно. Психдиспансер могут отправить водителя. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами в гостях Кенже, которая является инструктором по вождению. И сегодня мы с вами узнаем, как можно получить водительские права в Америке и что для этого нужно. Здравствуйте, Кенже! Добрый Спасибо день. большое за ваше время. Спасибо вам. Надеюсь, сегодня вы ответите на такие интересные вопросы, как вот получить можно права в Соединенных Штатах Америки. Если я, допустим, приезжаю по турвизе, какие для меня вот правила? Что мне нужно сделать? Здравствуйте еще раз. Конечно, я хотела бы вначале сказать, что данное видео, я буду очень стараться правильно ответить, донести всю информацию верно. И это видео поспособствует помощи как нашим землякам, нашим друзьям. Вот. Да, вы, значит, приезжаете по турвизе в Соединенные Штаты Америки. Что для этого требуется? Требуется ваш паспорт, ваша виза. В режиме онлайн вы должны записаться на appointment, взять, да, это у нас получается записаться в DMV, в орган, где выдают водительское удостоверение непосредственно. Вот. Третий документ – это improve address, то есть improve address – это получается у нас контракт, подтверждение адреса, где вы проживаете. В нашем случае контракт об аренде жилья. 3 документа. Значит, записываетесь в DMV, приходите с 3 этими документами, подтверждаете свою личность, вас оформляют. Если у вас нет водительских прав своей страны, ничего страшного. То есть Америка настолько открытая, настолько такая страна. Можно получить прямо здесь. Классно. Да, можно получить прямо здесь. Не обучаясь в автошколах, еще момент такой, и обходя все медицинские осмотры. То есть вам не нужна справка о подтверждении вашего здоровья. Не нужно бегать к наркологам, к психотерапевту, вот. К офтальмологам тоже не надо ходить. Единственное, мне как бы нужно уметь водить и просто пойти сдать. Единственное, вы должны знать правила дорожного движения, знаки и уметь водить. Абсолютно верно. Да, супер. То есть, в принципе, можно по любой визе приехать и получить здесь права. Да, по турвизе, вот непосредственно именно по турвизе, да, виза, договор аренды жилья, паспорт. И на стойке регистрации сразу же сказать, что да, я вот человек, который приехал по турвизе, мне необходимо управлять транспортным средством. Я не хочу нарушать законы Соединенных Штатов, хочу получить водительское удостоверение. Когда садимся в транспортное средство, обязательно нужно пристегиваться. И я всех своих пассажиров прошу пристегнуться. Если вдруг нас остановят полицейские и зададут вам вопрос, почему вы не пристегнуты, и предупредил ли вас водитель о том, чтобы вы пристегнули ремни безопасности, если я вас не предупредила, и вы скажете, нет, водитель меня не предупреждал об этом, мне выпишут штраф $35. А если я вас предупредила, но вы не пристегнулись, то вам выпишут штраф как пассажиру, который не соблюдает правила безопасности. Поэтому всегда нужно быть пристегнутыми. Еще такой вопрос. Вот если я, например, проживаю в Америке, да, вот как здесь обстоит дело с получением прав? Ходят ли здесь люди в автошколу? Или можно просто нанять инструктора по вождению индивидуально и как бы обучиться у инструктора? У нас, как в Кыргызстане, ну и в России, принято обязательно ходить в автошколу, да, учиться. В автошколу здесь не обязательно. Можно и обойтись без автошколы. Самостоятельно можно подучить правила дорожного движения, прийти в DMV, сдать компьютерный тест, ответить из 35 вопросов на 28 вопросов верно, получить пермит, так называемое водительское удостоверение ученика.
да, пермит. Получить пермит. Пермит выдается на год. Этот документ дает разрешение управлять транспортным средством, если рядом будет человек, у которого водительское удостоверение Соединенных Штатов, действующее водительское удостоверение Соединенных Штатов, чтобы он должен быть рядышком, то есть под его руководством. А сколько мне должно быть лет? Старше 21 года. Если младше, то under, да, это у нас как 18-19 лет, они тоже могут самостоятельно отучиться. Но родители, там, родственники, кто-то старший с водительским удостоверением должен быть рядом, находиться, да, в транспортном средстве. В школьной зоне нужно будет обязательно соблюдать speed-лимит, не превышать его, потому что сейчас уже школа началась, и на территории школы, близ территории школы 20 миль в час. Вот. И погрешность 5, 25 допустимая, да, скорость. Если ее превысить, на некоторых школьных зонах есть камера, могут зафиксировать один раз нарушение, да, это будет $35. Второй раз, если вдруг снова, да, допустим, водитель превысит speed-лимит. Третий, на четвертом и пятом уже могут призвать к проверке, либо могут, то есть обязательный визит психотерапевта, психиатра, либо вообще в психдиспансер могут отправить водителя. Приостановят driver license и направят на проверку. Вменяемый ли человек? То есть это уже как бы первое, да, второе, третье нарушение, это уже говорит о том, что человек неадекватен, да? Вот, поэтому школьные зоны обязательно соблюдаем правила. Сложно ли сдать экзамен от DMV на права? Вы знаете, практика совершенно несложная. 15 минут. 15 минут практики. Просто нужно набраться уверенности, спокойствия, максимальное спокойствие, как холодная голова должна быть, да? Слышать, понимать, что требует от вас. Инспектор садится, как происходит вообще экзамен практики. В DMV есть специальные инспектора, которые проводят экзамен. Можно на своей машине, не обязательно на их машине, да. Это уже большой плюс, потому что вы себя чувствуете комфортно, вы знаете свой транспорт, вы знаете, где что находится. Управление дается легче. Когда вы садитесь на чужую машину, то есть вы уже теряетесь. Чужая среда. Это совсем уже. чужая среда, да. Там педали тормозов могут быть совсем другие. То есть это уже большой плюс. На своей машине приезжают, проводится чек-ап полностью машин, автотранспорт, то есть проверяют стоп-сигналы, то есть тормозную систему, да, должны загореться сзади как бы красный такой light, проверяют emergency сигнал, это аварийный сигнал, потом звук, потом что у нас еще? Проверяет, все полностью обходит инспектор машину, потом садится и здоровается, может даже сказать, дай 5, мы начинаем, удачи тебе. Подбодрить, да? Подбодрить, да, я такой, представиться обязательно. И, значит, начинает студент заводить машину, все должно быть правильно, четкие движения должны быть, пристегнуться сразу, пристегнуть ремень безопасности, посмотреть по сторонам, заводят машину в действие, выезжают, правильно все должно происходить, потому что инспектор, он будет за всем этим следить. Выезжает
на проезжую часть 15 минут длится экзамен. Нужно будет проехать 3 стоп-сайнса. 3 стоп-сайнса – это у нас знак стоп, остановиться, да. Не уступить дорогу, это не совсем другое, это прям полностью остановиться. И обычно, в основном, стоп-сайнс устанавливается на тех участках перекрестка, где не регулируется, то есть нет светофора. Без светофора можно, оказывается, жить. Я этому здесь научилась. Правильное остановление стоп-сайнса. Если первый подъехал к стоп-сайнсу, ты первый проезжаешь. Подъехал вторым, ты уступаешь первому транспорту, кто уже был на перекрестке, кто уже остановился. Потом проезжаешь дальше. То есть вот эту вот очередность нужно будет соблюдать во время экзамена. Проехать правильно 3 стоп-сайнса, повернуть 2 поворота на светофоры, то есть направо либо налево. Правильный поворот, четкий поворот должен быть. С крайней левой на крайнюю левую полосу, с крайней правой на крайнюю правую. Многие допускают в этом вот ошибку. Да. Это недопустимая ошибка. Если здесь совершить ошибку, то все, экзамен провален, то есть не сдает. А есть ли еще попытка пересдать? Есть попытка пересдать на следующий день. То есть это нужно будет снова записаться, снова прийти, прождать очередь, простоять, а потом уже снова. Сколько раз я могу сдать этот экзамен, если я, например, 1 раз провалю? Не поверите, я встречала человека, который 5 раз проваливал и на 6-й получила. То есть с 1-го раза, если даже не получится, со 2-го уж точно, надеюсь, получится у всех. Первым делом, значит, что мы делаем? Карточку. Вот как вы уже сказали, можно, в принципе, обойтись без автошколы и нанять инструктора. Да? Сколько стоит личный инструктор здесь, в Штатах? Цены варьируются, да, в зависимости от уровня и рейтинга автошколы. Ну, давайте возьмем такую среднюю стоимость. Средняя стоимость инструктора $120, 120 минут. То есть 2 часа $120 стоит. Какие здесь вы для себя отметили нюансы на дороге? Вообще, каково здесь ездить? Здесь ездить одно блаженство, скажу вам честно. Я не хочу, просто есть такое понятие, дело познается в сравнении, да. В Москве очень плотное движение, постоянные пробки, а здесь их нет, мало, если даже есть. Соблюдение дистанции, то есть у вас между машинами они прям так хорошо соблюдают дистанцию. В любой момент, если вам нужно будет перестроиться, вы можете включить сигналы поворота в любой момент, и вас уступят, то есть уступают, вежливые, соблюдают абсолютно все правила дорожного движения. Можно расслабиться, выехать и ехать. Треть машины выезжает, а теперь сначала рулим, да, вот. Ага. И едем на парковке. Газ 10-15. Ага. Мы едем прямо. Да, просто прямо проедем. Просто водитель себе оставляет больше места для открытия двери. Тем самым он прижимается к правой линии больше. То есть левая она дальше от дверей, а он прижимается и оставляет себе больше места, открывает дверь так, свободно, чтобы входить, чтобы по-американски выйти. Справилась, молодец. Выравниваемся. Угу. Вот. Так, так.
Опс. Можно еще вперед дать. Да. Молодец. Еще чуть-чуть вперед. Отлично. Стоп. А также многие наши земляки приезжают сюда через Мексику. Для них какие правила получения водительских прав? Есть две формы, да, у кого I-94 и I-220. К сожалению, I-220 на территории Иллинойса, штат Иллинойс, не могут получить. I-220 должны ждать своих всех документов, Social Security и Work Authorization. После получения этих документов они могут в DMV обратиться. А 94-я форма может получить без Social Security в штате Иллинойс. Да. То есть в каждом штате это также по-разному, да? Да, по-разному. Тут каждый штат другие правила, то есть законы, они разные. Поэтому нужно смотреть. Да, в каждом штате по-разному все. I-294 может получить на территории штата Иллинойс в двух адресах DMV. Это будет район Des Plaines и Лексингтон. Сейчас мы говорим про Чикаго. Да, сейчас мы говорим про Чикаго. Да. В Чикаго в районе Des Plaines есть DMV, где принимают I-94 без Social Security, и в Лексингтоне. При себе необходимо иметь паспорт, I-94 форму и Improof of Address. Это получается у нас контракт, договор аренды жилья. Подтверждение адреса, да? Окей, очень полезная информация. И такой вопрос, по какой методике вы обучаете ваших студентов и сколько людей вы уже обучили? Методика у меня ближе к методике Марии Монтессори. Это педагог, выдающий педагог. Она совершенно простая. Я предоставляю транспорт, машину даю ученикам в закрытой парковке. Конечно, учу, что нужно делать, первые азы, да, и наблюдаю. Я просто наблюдаю. То есть это первый урок? Первый урок, я наблюдаю. После того, как человек выплескивает свою энергию, она оказалась, это все отпускает, нервничает, это все выходит, а потом я приступаю к обучению. Повышать тон я нет. Я стараюсь очень мягко. В основном я девочек наших обучаю, поэтому я очень мягко подхожу к этому вопросу. Каждому подход индивидуален. Кто-то раскрывается, кто-то, наоборот, закрывается. Да. Нужно быть очень аккуратным. Я вспоминаю себя, как меня обучали, что было там, какие были минусы. И я стараюсь этих минусов не повторять. А сколько студентов вы уже обучили? 20. 20, да? Уже 21 получили, следующий, да? 21 уже следующий мой студент идет. И уже мои студенты не только из Кыргызстана, но и из России, из Украины, из Пакистана, с Турции даже есть. Спасибо большое, Кенже. И напоследок хотелось бы у вас попросить советов новичкам, людям, которые только-только у нас либо собираются получить водительские права, либо собираются научиться водить. Что вы им посоветуете здесь, в Штатах? В первую очередь хотелось бы посоветовать тем, кто рядом. Да, в нашем случае в основном женщины, девушки хотят получить, обучаются, и наверняка у них есть мужья, друзья, кто рядом, да? Поддержите их, помогите, если будут спрашивать, подскажите, подбодрить и придать некую уверенность. Все получится. Все учатся, ничего, то есть давай учись, у тебя получится. Это самое важное. Второе, от человека уже зависит. Искать информацию, вычерпывать везде, всюду, смотреть внимательно нужно быть. И дабл, то есть вдвойне больше уделять время на обучению правил дорожного движения. Учиться, не сдаваться, у всех получится. Если есть желание, оно должно воплотиться в реальность. У всех получится просто поверить в себя, учиться и выезжать на дорогу уже уверенным. Если вы чувствуете неуверенность, подождите, возьмите время, подучите еще лучше, наберитесь уверенности и выезжайте. Надеюсь, это видео будет очень полезным для многих из вас, и желаем вам удачи в получении водительских прав в США.